Всем здравствуйте. Меня зовут Сулейманова Гульбану. Я являюсь куратором кабинета поддержки инклюзии корпоративного фонда «Булашак». Сегодня мы с вами поговорим о 8 навыках первой необходимости. Здравствуйте всем. Меня зовут Сулейманова Гульбану. Я являюсь куратором кабинетов поддержки инклюзии корпоративного фонда «Булашак». Сегодняшняя наша тема это 8 навыков первой необходимости. Первый навык – это, конечно же, просьба о желаемом, о помощи, о перерыве. Это один из важнейших навыков. В антогенезе он формируется один из первых. Это когда маленький ребенок, малыш только родился, когда он хочет кушать, он свою просьбу изъявляет плачем. Когда он хочет, чтобы ему поменяли памперс, хочет внимания. Таким образом он начинает плакать, чтобы к нему подошла мама и оказала ему внимание, или, если это, или поменяла подгузник. Это просьба о желаемом предметом или о помощи. Второй навык – это навык ждать желаемого предмета, ждать своей очереди. Наши детки, к сожалению, у многих этот навык не сформирован, им нужно что-то подождать, они не знают, что это такое ждать, и может возникнуть нежелательное поведение. Это нужно, конечно же, обучать малышей навыку ждать. Этот навык жизненно необходим, так как очень много чего приходится ждать в нашей жизни. Элементарно мама пошла в поликлинику, нужно посидеть, подождать своей очереди с малышом, ребенок не умеет ждать, и отсюда будет нежелательное поведение. Навык отдавать предмет и делиться с ним, переключаться на другую деятельность и выполнение задания по очереди. Этот навык необходим, когда ребенок посещает группу, детки играются, малышу понравилась какая-то игрушка, и если нет этого навыка, ребенок будет забирать эту игрушку, возможно, может быть и агрессия, если ему эту игрушку не дают. Также необходимо выполнять какие-то задания по очереди, например, это какая-то игра, лото, домино, и ребенок, не понимая, что ход переходит другому участнику, другому игроку, может выхватывать кубики, забирать какие-то вещи, не понимая, что к нему очередь придет чуть попозже. Сейчас играет другой игрок. И, конечно же, делиться и отдавать предметы – это тоже навык, которому необходимо обучать детей. Четвертый навык – это выполнение 10 последовательных инструкций, следовать визуальному расписанию. Очень, бывают такие примеры, такие эпизоды жизни, когда малыш реагирует на перемещение. Допустим, он поехал в садик, после садика у него там логопед, психолог, он не понимает, куда его везут, что ожидать, что будет, и от этого тоже может возникнуть нежелательное поведение. Необходимо ребенку приучать к расписанию, следовать визуальному расписанию, если ребенку сложно понимать речь, поэтому можно использовать визуальное расписание для того, чтобы тревожность у ребенка снизилась, и он чувствовал себя комфортно. Пятое – это принятие отказа, умение соглашаться, делать что-либо. Например, это может быть, ребенок какую-то вещь хочет, а в этот момент ему нельзя эту игрушку. И когда ему говоришь, нет, не сейчас, сейчас занятие, игрушку потом получишь, и у ребенка возникает нежелательное поведение, связанное с тем, что он не умеет принимать отказ. Шестой навык – это следование инструкциям, связанным со здоровьем. Это те инструкции, допустим, ребенку нужно сдать анализы, и ребенок чувствует себя некомфортно,
не понимает, что сейчас будет, пришел, допустим, в пункт сдачи анализов, и этого навыка у ребенка нет, а это жизненно необходимо. Конечно же, следует учить ребенка сдавать ну, там, анализы, все, что касается здоровья и безопасности. Также это касается того, что, допустим, переходим дорогу, и горит красный свет, и ребенок может остановиться, а не бежать по красному цвету. Такому навыку тоже, конечно, нужно обучать в первую очередь. Седьмой навык – это выполнение каждодневных навыков самообслуживания и гигиены. К этим навыкам относятся мытье рук, чистка зубов и так далее. Все, что касается навыков самообслуживания. Не нужно откладывать эти навыки, там, ребенку 3 года, он еще маленький, чуть-чуть подрастет, и мы будем его учить чистить зубы. Очень много таких случаев, когда детки ну, не приучены с раннего возраста к таким навыкам, и чем больше ребенок растет, тем сложнее его будет научить этим навыкам. Поэтому эти навыки необходимо обучать в первую очередь. Восьмой навык – это переносить спокойно ситуации, связанные со здоровьем и безопасностью. Это немножко похоже на шестой навык, и здесь тоже идет о здоровье и безопасности. Влияние несформированности этих 8 навыков на возникновение нежелательного поведения. Первое – это когда у нас нежелательное поведение связано с функцией привлечения внимания. Это когда у ребенка нет просьбы на внимание. Ну, в принципе, когда отсутствует просьбы, ребенок не умеет просить что-либо. И функция этого поведения может быть привлечение внимания. Таким образом, он потом получает то, что хочет, показывает свое нежелательное поведение, ему оказывают внимание или дают тот предмет, который ребенок хочет. Возможность высказывания в группе. Ребенок не может высказаться в группе, возникает нежелательное поведение, тем самым он привлекает внимание всей группы и добивается своего. Также проявить привязанность, сделать замечание, попросить об обещании, также присоединиться к беседе, высказать свое согласие или же несогласие. Это все относится к навыкам привлечения внимания. Если они не сформированы, то возникает нежелательное поведение. Влияние несформированности навыков на возникновение нежелательного поведения, если функцией является избегание требования, ну, возможно, еще внимание. К этим относятся туда отсутствие просьбы о прекращении неприятной деятельности. Допустим, ребенку шумно в помещении, он не может сказать о том, что ему некомфортно, я не хочу здесь находиться, и возникает тогда нежелательное поведение. Отсутствие навыка ждать. Ребенку сложно подождать, допустим, он хочет водички попить, мама пока сходит за водой, он принесет ему водички, он не умеет ждать, также возникает нежелательное поведение. Отсутствие навыка отдавать предметы и делиться, переключать деятельность и выполнять задания по очереди. Это тоже относится к избеганию, ну, может относиться к функции избегания требования или привлечения внимания. Отсутствие принятия отказа. Нет, нельзя. На такие, когда взрослый отказывает, тоже может возникнуть нежелательное поведение, функция которого может быть избегание требования. То есть он хочет этот предмет, ему отказывают, и возникает нежелательное поведение. Отсутствие навыка следовать инструкции и визуальному расписанию. Отсутствие навыков каждодневного обслуживания и гигиены. Влияние несформированности этих навыков, возникновение нежелательного поведения. Нежелательное поведение с функцией доступа к желаемому – это отсутствие просьбы и получение желаемого предмета. Вот на картинке изображены два мальчика, которые хотят одну игрушку, и, к сожалению, у них не сформированы эти навыки. Применение 8 навыков в работе поможет
Первое. Выполнить работу с небольшими изменениями в деятельности, если потребуется. Самостоятельно выполнять новые действия по инструкции. Просить о помощи. Ребенок потерялся в городе, может найти местоположение тогда, когда умеет просить о помощи. Застегнуть сумку, разогреть еду. Все это навыки помощи. Все это навыки просить о помощи. Следовать инструкциям вне дома и работы. Переходить улицу, ждать на улице. Пользоваться местами общего пользования. Это, ну, допустим, ребенок гуляет где-то в торговом центре, и если навыки сформированы, то ему будет без проблем сходить в туалет. Если он умеет ходить дома, то также большая вероятность того, что он этот навык обобщит в других местах. Справляться с стимулятивным поведением так, чтобы это не вызывало прекращения деятельности. Оставаться спокойным и продолжать работу в условиях шума и большого количества людей вокруг. Я желаю вам успеха в формировании необходимых навыков для вашего малыша. Спасибо за внимание. Всего хорошего. До свидания.